Молитва, оно объединяет людей, она дает им надежду. Организация паломничества и благоустройства кладбищ. Эти вопросы глава региона обсудил с настоятелем Покровской церкви. Силы прибыли своевременно, но огонь был большого масштаба, но распространялся быстро. 7 единиц техники и около 30 пожарных. Огонь на нефтяной базе в Сунже ликвидировали оперативно. Пострадавших в ЧП доставили в столичное медучреждение. Рассчитан этот кирпич для частного строительства. Сельское хозяйство, пищевое производство, строительство и технологии IT. Предприниматели готовятся к деловой Ингушетии. Что ожидать гостям форума? Впереди у них интересные лекции, семинары, бессонные ночи, зачеты и экзамены. Праздник посвящения в ИНГУ поздравили первокурсников с началом студенческой жизни. Молодые люди получили зачетные книжки и хрустальный ключ. Может, это будет ребенок какой-то, нуждающийся в нем, или мать, которая родила этого ребенка. Но в любом случае, я рад им помочь. Мы одной крови. Число доноров в Ингушетии растет, количество акций тоже. Одна из них прошла на станции переливания крови. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Работу пограничного управления ФСБ России по Ингушетии обсудил глава региона на встрече с начальником управления генерал-майором Игорем Ювженко и офицерским составом подразделения. Встреча прошла в неформальной обстановке. Глава поздравил офицеров, которые только начинают свою службу в Ингушском управлении с распределением на Кавказ. Он отметил, что в службе в этой части пограничной зоны есть свои минусы и плюсы. Призвал стражей границ в процессе работы к тесному взаимодействию с органами местного самоуправления и местных жителей. Подчеркнул ряд вопросов, на которых нужно акцентировать внимание. Он также выразил уверенность в том, что молодые офицеры достойно проявят себя на службе в республике. Наверное, до того, как приехать в республику, вы уже изучали край, в котором вы будете служить. Знаете, понимаете, что граница, она общая, она неприкосновенна. Ну и самый главный принцип, конечно, это граница всегда охраняется при активном участии населения, народа, который живет в приграничных районах. Служба на Кавказе в целом, или же служба тем более в Ингушетии, она, конечно, определенные трудности, сложности есть, с учетом горно-лесистой местности, горной местности, с учетом погодных или других явлений. Я всех вас поздравляю с тем, что вы попали служить именно в наше управление, и надеюсь, что вы достойно будете нести тот груз ответственности, который несут сегодня и те, которые служат в управлении, и те, которые служили раньше и по разным причинам или уволились, или перевелись в другие места. В целом отбор для службы в пограничных войсках это всегда был такой приоритет. И требования, конечно, не то что завышенные, более чем ответственные. И каждому офицеру, который работает, служит, надо это понимать. Я уверен, что вы это все понимаете. И обратил бы внимание ваше на тесное взаимодействие с местными органами власти, как сельских поселений, так и муниципальных образований. Для тех, кто приехал с семьями, в Жайравском районе созданы все условия для учебы. И школа есть, и садик есть, поэтому если жены есть педагоги, если жены есть врачи, там великолепная больница в том числе. Если дома жены, работники там, туристического направления, там профессии есть, тоже там есть условия трудоустроить. Поэтому здесь тоже смотрите, заранее заявку подавайте и оформляйте это дело. Тоже здесь проблем не будет. А в основном я вас еще раз поздравляю с тем, что вы
приехали служить в Ингушетию. Желаю успехов в службе и уверен, что граница также будет на замке, и вы также достойно будете продолжать службу на границе. Организацию паломничества в святые для православных жителей региона места и благоустройство кладбищ обсудил Юнусбек Евкуров с настоятелем Покровской церкви. Глава региона отметил необходимость проверки всех христианских кладбищ. Они должны быть ухожены, благоустроены и приведены в порядок. По словам главы, в этой работе активную поддержку окажет Минац. О вопросе организации паломничества в святые места поможет и Управление внутренней политики. Ну как вы, батюшка? Что у нас? Что по церкви? Как Слава Богу. наши прихожане? Прихожане приходят на службы совершаются, что, как для меня, как для священнослужителя, безусловно, самое важное, потому что главное, чтобы у людей в сердцах это ощущение молитвы, ощущение молитвы не только за себя. Да, я всегда говорю то, что мы всегда молимся за всех тех, кто проживает в нашей республике, за главу республики. Поэтому вот это ощущение молитвы, оно объединяет людей, оно дает им надежду, уверенность в том, что по нашим молитвам, общим молитвам, по милости Всевышнего, Господь и в нашей республике дарует нам взаимопонимание, мир, и такие теплые братские отношения между людьми, которые проживают. Вы правильно говорите, надо мусульманам и православным, все, кто живет в республике, молиться за благосостояние республики, за процветание республики. И все так и делают. Почему? Потому что иначе не будет того мира и согласия, о котором мы говорим. Вопрос, связанный с взаимоотношениями, конечно, с Министерством по делам национальности, максимально надо решать, вопросы решать, закрывать те проблемные точки, которые есть сегодня, существуют. Мы уже не раз об этом говорили. Но сегодня я хотел бы, батюшка, вас попросить лично, вместе с Василием Ивановичем, вместе с министром по делам национальности, провести ревизию наших кладбищ православных, которые есть в республике. Буквально я недавно обнаружил в районе крепости, там не совсем благоприятный там вид этого кладбища, небольшого кладбища. И, конечно, надо все привести в порядок. Поэтому обратите на это внимание очень серьезно. И было бы неплохо, если бы нам там назначили бы свою комиссию, которая проверила бы, сделала бы мне справку по этому поводу, как лучше нам это все выправить, как исправить. Хорошо? 7 единиц техники и около 30 пожарных было задействовано в тушении огня на нефтебазе в Сунже. Причина ЧП пока неизвестна. В результате пожара пострадали 3 человека. Степень ожогов серьезная, но травмы сопоставимы с жизнью, заверяют врачи. Пострадавших спецбортом доставили в столичное медучреждение. Материал Мадины Пугоевой. Еще месяц назад огнеборцы проводили тактические учения рядом с нефтяными резервуарами, а ведь никто и не думал, что через пару недель пожарные вновь окажутся в тех же условиях, но с реальными пострадавшими. Это произошло утром 20 сентября. На пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании на частной нефтебазе в Сунже. По предварительным данным, произошло замыкание проводки электрического насоса, при помощи которого работники проводили откачку топлива из цистерны. Возгорание произошло и непосредственно на насосной станции. Моментально распространился очаг. Вот в этом сложности, силы прибыли своевременно, но огонь был большого масштаба, распространялся быстро, поэтому получили непосредственно сотрудники большие ожоги. 7 единиц техники и 26 пожарных. Потушить огонь полностью удалось через 15 минут после приезда огнеборцев. На момент взрыва вблизи очага возгорания находились 3 сотрудников частной нефтяной компании. Их впоследствии доставили в отделение реанимации Сунжинской районной больницы. Состояние пациентов на момент поступления было крайне тяжелым. Почти 90% термического ожога у 2 из них и 65% у 3 пострадавшего. За исключением некоторых участков, все остальное тело было поражено ожогами, то есть глубина 2-3 степени достигала глубина ожогов. При поступлении пострадавшие были в сознании и отвечали на вопросы медиков. Салман Аршхоев, Жанна Урсханова и Сергей Нинеев испытали ожоговый шок. Медикам пришлось привлечь к оказанию экстренной помощи и других специалистов. Убрали все нежизнеспособные ткани, обработали, вызвали медсестер, хирургического, травматологического отделения, обработали на месте перевязки, сделали.
подключили обезболивающие, инфузионная терапия. В дальнейшем двое из пациентов были переведены на искусственную вентиляцию легких, потому что там был ожог и дыхательных путей, отеки лица нарастали, то есть был риск. Без кожного покрова пострадавшие уязвимы, а потому риск летального исхода для них велик, объясняют медики. Как только их состояние стабилизировалось, по поручению главы республики был привлечен спецборд, благодаря которому пациентов на следующее утро транспортировали в Москву. Сейчас ими занимаются лучшие врачи ожогового отделения научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского. Пока каких-либо прогнозов медики не дают. Они прилагают все усилия, чтобы оказать пострадавшим квалифицированную высокотехнологичную помощь. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сельское хозяйство, пищевое производство, строительство и технологии IT – это лишь малая часть отраслей, которые будут представлены на 4-м экономическом форуме «Деловая Ингушетия-2017». Он пройдет на следующей неделе в Назране. Заявки на участие в форуме еще принимаются, а местные предприниматели тем временем готовятся к важному экономическому событию. Об этом Мария Мистоева. Деловая Ингушетия пройдет по традиции в Назране на площадке городского дома культуры. Сюда съедутся предприниматели не только со всей республики, но и бизнесмены из разных регионов страны, которые представят свою продукцию в сфере строительства, сельского хозяйства, пищевого производства и продукты питания и технологий IT. В рамках форума и выставки предприниматели получают возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги. Таким образом, находят потенциальных покупателей. Кроме того, учитывая, что на форуме собираются предприниматели из разных регионов России, производители получают возможность наладить деловые контакты. А примут участие в форуме около 150 предприятий. Среди них компании, выпускающие продукцию в рамках программы импортозамещения. Уже на сегодняшний день заявки на форум прислали представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова и Чеченской Республики. Главная цель форума – подписание взаимовыгодных соглашений, налаживание сотрудничества местных производителей с коллегами из других регионов. Свою продукцию на форуме представит и Суламбек Цицашвили, который занимается производством лего-кирпича. Он с виду обычный, как у нас принят размер, обычный стандартный кирпич. И вкладки в стене он выглядит совершенно, не отличается он от нашего обычного кирпича. Единственное отличие, то, что система, как у нас детей лего-конструкторы, он собирается вот так вот, четко становится. Рассчитан этот кирпич для частного строительства, для частных домовладений. Лего-кирпич прост в использовании. Несомненный его плюс в экономии и в том, что даже человек, который никогда не занимался кладкой и строительством, сможет без особого труда возвести стену и даже построить целый дом. Все, что необходимо для скрепления деталей – плиточный клей. Производитель признается, что изначально к его продукции ингушский покупатель относился с недоверием. Но дело пошло. Выглядит красиво и очень практично в использовании. И в то же время это кот в мешке, но никто это не делал, они не видели своими глазами, нигде не щупали. А то, что показывает интернет или телевидение, наши люди немножко с недоверием к этому относятся. Но я думаю, сейчас первые этапы пройдены, люди начали строить из этого кирпича, и все, кто пощупал, увидел на деле, им очень понравилось. Ажиотаж был в такой мере, что у меня на выставке визитки закончились, я их в режиме сразу же в этом же месте пришлось их заказывать, производить новые визитки. В форуме Суламбек принимает участие ежегодно, причем каждый раз с новой продукцией. Изначально производитель занимался ковкой металла, затем заинтересовался тротуарной плиткой, сейчас лего-кирпичами. И идей, как и планов на будущее, очень много. У нас есть начата работа по производству керамической черепицы. Да. Заключены предварительные сделки с итальянской компанией Сакми и Мола на поставку оборудования. Наше Министерство экономики выделило нам участок на Лиюртовской инвестиционной площадке. Начаты нулевые работы у нас. Идет, потихоньку идет, там, как говорится, видно будет, что получится. Свою продукцию, а точнее дизайнерскую одежду, на форуме представит и бренд Тиамо Кутюр. Дизайнеры сестры Лейла и Фатима Аскановы еще несколько лет назад поняли, что смогут составить завидную конкуренцию известным брендам и активно взялись за осуществление своей мечты. Идеально скроенные наряды с национальными элементами в виде нагрудных украшений и поясами из серебра, золота и меди, инструктированные натуральными камнями и бисером, стали билетом девушек в большой мир моды и приглашением на неделю моды в Париже и Нью-Йорке. А для деловой Ингушетии дизайнеры подготовили новую коллекцию, которую мы выставляли на показе в Америке.
Вот, мы ее подготовили для форума, и пока мы как бы не выставляем ее на витрину, у нас будет представлено платье и национального стиля, также будут и в европейском стиле, но с нашими национальными элементами. Девушки уже принимали участие в экономическом форуме, прошедшем в 2014 году. Грамота от деловой Ингушетии и по сей день занимает почетное место среди других дипломов и сертификатов. Участие в форуме выставки дизайнеры считают не менее важным событием в жизни бренда. Во-первых, это новые знакомства, что для нашей работы очень важно. И, во-вторых, очень много самих клиентов, которые пришли на форум и в дальнейшем, которые стали нашими заказчиками. Мы работаем 3-й год, и я могу смело сказать, что сейчас у нас очень много клиентов, очень большая проходимость. И даже 2-3 года назад, когда мы принимали участие в этом же форуме «Деловая Ингушетия», мы не были так известны, как сейчас. И, безусловно, это нас очень радует, и мы стараемся, мы вкладываем много сил. Лейле и Фатиме Аскановым удалось найти ту самую золотую середину, сочетать европейские стандарты моды с ингушским колоритом. Образ горянки снова стал эталоном красоты. На достигнутом Тиамо Кутюр останавливаться не собирается. В скором времени дизайнеры запустят линию свадебных платьев и детской одежды. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Комитет по делам молодежи обновился на 80%. Об этом главе Ингушетии сообщил руководитель Коммолодежи. Сулейман Игиев также рассказал Юнусбеку Евкурова об аналитической работе по изучению итогов участия делегации Ингушетии в форуме «Машук». Глава республики поручил держать этот вопрос на контроле и принять меры для популяризации не только этого форума, но и других молодежных проектов. На 15 сентября 2017 года, то есть по сегодняшний день, Комитет по делам молодежи обновился на 80%, штат наш. С того времени, как я уже занимаю эту должность. То есть из 17 сотрудников новыми является 13 человек. Дальше по вашему личному поручению, что было дано вами мной, мне поднять уровень, это значит Машука. Вот. Машук уровень мы подняли по соотношению 2016 года. У нас, значит, 3% по сравнению с другими субъектами, 7 субъектами СКФО. А по сравнению с 2017 года, то есть мы уже вышли на уровень 17% КПД. Вот. Форум Машук 2014 года это было 8 миллионов, форум Машук 2015 года это было 4 700, это все вместе физлицы и НКО. Форум Машук 17, 14 400 миллионов. То есть ощутимая такая вот разница. Вот, форум Машук 2016 года было? 2016 года было 2 300 миллионов. 2 300, вот да, 17 14 400. То есть мы показали за 8 лет лучший результат в СКФО. Как эти программы будут реализованы? Совершенно верно. Над этим мы работаем, мы создаем комиссию, которая будет контролировать ход реализации данных проектов. Мы будем... Сделайте передачу телевизионную, не забывайте, что по этим вопросам надо отчитываться перед Росмолодежью. Ага, да. На контроль возьмите. До 10 октября вместе с протоколом уточните, соберите мне всех, кто участвует в участии Машука, в том числе прошлого года и этого года. И чтобы мы услышали, посмотрели, как делать популяризацию участия не только на Машуке, но и в других молодежных направлениях. Плюс подготовьте мне предложения, я уже раньше об этом говорил, почему-то мы не участвуем. А сегодня не проблемно выйти через интернет в конкурсе, в соцсетях, участие не только на Машуке, форум молодежный Северо-Кавказского, а во всех федеральных округах. На парламентских слушаниях, которые пройдут в следующем месяце, будут присутствовать представители партий, не представленных в законодательном органе. Об этом стало известно на расширенном заседании Комитета Народного собрания по национальной политике и связям с общественностью. Это делается в целях создания площадок для дискуссии партийцев с членами общественных организаций. Светлана Томова продолжит. За одним столом народные избранники и представители политических партий, не представленных в парламенте. Инициатор этой встречи – спикер парламента. В прошлом году Зелимхан Евлоев предложил депутатскому корпусу издать регламент, согласно которому раз в год в Народном собрании теперь с участием представителей партий проходят парламентские слушания. Нам бы хотелось, чтобы вас больше видели, чтобы о вас больше знали, и чтобы вы могли через парламентский наш механизм иметь возможность видеться с нашими избирателями и, в общем-то, донести определенные проблемы и ваши предложения.
На повестку уже привычно выносят вопросы касаемо политической, социально-экономической и общественной ситуации в регионе. Какую бы партию ни представлял, но каждый активист должен проявлять максимум внимания к проблемам и чаяниям людей, говорят здесь. А проводя такие встречи, появится возможность объединить свои силы в общем деле. Все мы члены одного общества, граждане республики, и все мы патриоты. И каждый на своем месте, я думаю, нету такого, который бы не любил и не переживал бы за свою республику и пытался бы принять активное участие в жизни республики, внести свой вклад, как говорится, в дело развития республики. Я думаю, вот это вот наша основная задача. Мы должны все присутствовать и вести активную, как говорится, политическую жизнь в республике. Глава Ингушетии и спикер парламента согласны, что такие площадки для общественных организаций и политических партий для дискуссий необходимо создавать как можно чаще. Повестка дня у нас была следующая, ознакомительная. Мы, представителям общественных объединений и политических партий, предложили площадку для взаимодействия, для конструктивного диалога. Сегодня очередной раз дали такую возможность нашим политическим партиям, не представленным политическим партиям в законодательных собраниях, право принятия участия в решении вопросов социально-экономического развития республики и политического развития. Также на заседании отметили, что на парламентские слушания, намеченные в следующем месяце, приглашаются представители политических партий, не представленных в парламенте. Правда, насколько активно соберутся в тот день лидеры партии, пока говорить рано. Ведь сегодня из всех приглашенных пришли только около 10 человек. Ну а в завершении встречи всем представителям политических партий, не представленных в парламенте, Комитетом Народного собрания Ингушетии по национальной политике и связи с общественностью были розданы листки с адресом электронной почты и номерами телефонов, чтобы каждый из собравшихся мог обратиться с вопросами и предложениями различного характера. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Порадовать первокурсников и помочь им влиться в коллектив отлично помогает праздник посвящения. Во время его проведения новички могут продемонстрировать свои таланты, увидеть педагогов и будущих товарищей. Так и проходило посвящение первокурсников Ингушского госуниверситета в студенты. Торжественный парад, вручение зачетных книжек, наставления от преподавателей, ну и, конечно же, в центре внимания главный символ – хрустальный ключ. Чем еще запомнился студентам этот праздник, расскажет Мария Местоева. Вот так ровным строем, шаг в шаг, вчерашние школьники входят в новую жизнь. С этого марша начинается их студенчество. Впереди у них интересные лекции, семинары, бессонные ночи, зачеты и экзамены. Но сегодняшний день им точно запомнится как большой праздник. Под звуки студенческого гимна каждый факультет проносит табличку с названием своей специализации и воздушные шары разных цветов. У каждого факультета он свой. Будущие экономисты, юристы, врачи и филологи – это десятки новоиспеченных студентов. Пока первокурсники путают кабинеты, не знают своих преподавателей в лицо и забывают, где смотреть расписание. Но очень скоро эти бывшие школьники освоятся в своем новом доме. Альберт Битиев – представитель золотой молодежи, который это звание заслужил отличной учебой и стремлением к знаниям. Но в этот день всем первокурсникам сложно скрыть волнение. Школу я закончил на золотую медаль, получил красный диплом. Было нелегко. В университете тоже планирую. Хочу учиться на отлично, посмотрим, что получится. Иоланда Батаева, как и ее теперь уже сокурсник Альберт, выбрала экономический факультет, а за спиной у студентки победы на различных олимпиадах и заветная золотая медаль. Аттестат у первокурсницы красного цвета, и к концу учебы в вузе она намерена добавить в копилку достижений и красный диплом. Я поступила на финансы и кредит, поскольку это одна из самых востребованных и одна из самых тяжелых специальностей, потому что там нужно требования, чтобы учиться, надеюсь, очень хорошо, на благо своей республики. Большинство педагогов Ингушского госуниверситета – профессора, академики и доктора наук, за плечами которых десятки лет педагогического опыта. Приветствовать первокурсников им приходилось не раз, но каждый сентябрь и знакомство с абитуриентами все равно приносит новые эмоции. Ведь именно от них отчасти зависит будущее этих молодых людей. Первый шаг вы уже сделали. Я очень надеюсь, что и вся ваша дальнейшая студенческая жизнь будет легкой, будет веселой, будет энергичной, будет приносить вам много новых знаний и будет вам приносить много удовольствий.
А Мувладгирей Дзагиев поделился с первокурсниками, что в их статусе он был почти полвека назад, и если бы была возможность, вернулся бы вновь в студенчество. Пожелания профессора первокурсники встретили аплодисментами. Я желаю вам лекций не скучных, преподавателей не строгих, семинаров интересных и плодотворных, зачетов автоматом, сессий коротких, лабораторных самосдающихся, а курсовых самопишущихся, ночей веселых, друзей бесшабашных. Удачи, успехов, благополучия. Самую торжественную часть праздника ознаменовало вручение первокурсникам студенческой символики – хрустального ключа от Ингушского государственного университета, который откроет ребятам двери в новый мир знаний. И зачетные книжки, в которой будет оценено, насколько эти самые знания усвоены студентам. Ну и последний этап перехода в студенческую жизнь – традиционное коллективное произношение первокурсниками клятвы студента, которое объединит всех этих ребят и свяжет общей целью – учиться и развиваться на благо Родины и народа. Клянемся соблюдать и выполнять требования, предъявляемые к студентам высшей школы, систематически повышать уровень своих знаний, вести себя достойно, уважать старших, по-товарищески строить свои отношения с однокурсниками. На концертную часть праздника признанных артистов и известных исполнителей звать не стали. В стенах Ингушского государственного университета много талантливых и одаренных студентов. Именно они исполнили для ребят известные песни. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Для этих ребят все только начинается. Учеба, бессонные ночи, интересные встречи, фестивали, спортивные мероприятия и форумы. Ведь студенческие годы и есть первый переход во взрослую жизнь. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Страницы из жизни Сергея Бекова можно прочитать в новой работе ингушского политолога Азиза Яндиева. Презентация книги состоялась в научной библиотеке ИНГУ. «Пройденный путь», так назвал автор свое произведение, рассказывающее о том, как государственный деятель достойно и с пользой для общества прожил свою жизнь. Одна из первых с материалами из книги ознакомилась Амина Бокова. Это книга о жизненном пути человека, родившегося в ингушском селе, пережившего сталинскую ссылку и прошедшего путь от выпускника Тимирязевской сельскохозяйственной академии до директора совхоза, секретаря обкома КПСС, председателя Совета министров Чечено-Ингушской ССР, члена Совета Федерации России и, наконец, генерал-полковника таможенной службы Сергея Мажитовича Бекова. Идея написания книги пришла политологу Абдул-Азизу Яндиеву еще в 1988 году, после своего знакомства с Сергеем Бековым. Тогда-то он и начал собирать материал, который лег в основу произведения. Он рассказывает о первых днях, о первых годах, вернее, высылки, когда они с матерью оказались вдвоем в чужой семье. Через 3 года лишился, к сожалению, своей матери. И напутственные слова, которые дала мать, не воровать, не делать ничего плохого, а стать настоящим полезным для общества человеком. Вот эти слова он пронес через всю свою жизнь. Известный своими исследованиями по истории Ингушской автономной области 20-30-х годов политолог Абдул-Азиз Яндиев написал десятки книг и статей. Однако «Пройденный путь» – первая работа, посвященная общественному деятелю. Несмотря на то, что о жизненном пути Сергея Бекова в народе хорошо знают, книга о нем открывает новые страницы в его жизни, поскольку он принимал активное участие в написании произведения. Работа Абдул-Азиза наполнена размышлениями самого Сергея о жизни и о людях, которые его окружали, а также содержит неопубликованные ранее документы. Здесь уже идет больше описание жизни и деятельности человека, действительно политика и государственный деятель высокого уровня, я бы сказал, общероссийского масштаба, поэтому здесь стиль другой нужен. Поэтому я привык как-то к стилю Азиза Яндиева по прежним книгам, это 20-30 год, это Идрис Дядиков, это Али Карчханов, это город Орджоникидзе, Владикавказ, Ингушская автономная область и так далее.
А здесь другая категория, другой поток. Самого героя книги на презентации нет, однако говорят о нем как из первых уст. На долю Сергея Бекова выпали тяжелые испытания жизни не только в Афганистане, но и на малой родине. В годы перестройки и подъема национального движения он оказался секретарем обкома партии и последним председателем Совета министров распадающейся Чечено-Ингушетии. Большой вклад Сергей Мажитович внес и в дело образования республики, в становлении ее на всех этапах, когда выступал в качестве сенатора от Ингушетии. Тираж книги составляет 1500 экземпляров. Однако сам автор признается, далеко не все, что ему хотелось рассказать об этом выдающемся человеке, удалось выразить в одной книге. Поэтому сейчас Абдул-Азиз работает над следующей. В этой книге нет практически ничего, что сделано им лично. О его личных заслугах там практически ничего не сказано. А есть моменты, где благодаря его личной заслуге многие люди... Судьба многих людей благополучно разрешалась. Вот об этих моментах его жизни мне хочется сказать. Уже после презентации студенты университета смогли взять автограф у известного писателя. Для всех желающих книга доступна в научной библиотеке НГУ, а совсем скоро поступит в продажу. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. История знает немало имен ингушей, служивших в царской армии. Некоторые из них были в особом почете и возглавляли военные формирования. Бунахо Базоркин. В музее краеведения много материала, связанного с этим именем. Генерал-майор участвовал во многих сражениях, но настоящего признания он добился во время русско-турецкой войны. Сегодня исполнилось бы 180 лет первому ингушскому генерал-майору Бунахо Базоркину. Лейла Гайсанова об истории героя. Прирожденная горская отвага, мужество и патриотизм – эти качества у Базоркина всегда были на первом месте. Банухо Байсангуровичу Базоркину было всего 15 лет, когда он решил связать свою жизнь с военным делом. В 1845 году он начал службу в качестве рядового сотрудника Терской постоянной милиции. Через 5 лет его производят в юнкера. Еще через год он получает первый офицерский чин прапорщик. Это имя известно многим поколениям представителей ингушей. Бунахо Базоркин является одним из первых генералов из ингушей. Почти вся служба Банухо, вплоть до получения им звания штабс-капитана, по числам, месяцам и годам подробно описана в его послужном списке, который хранится в Республиканской государственной архивной службе. Пожалуй, такого подробного описания, где участвовал, какие подвиги совершал и какие награды получал, редко про кого и где найдешь. Здесь участие в войнах на Кавказе, в русско-турецкой на стороне Болгарии, где Бунахо Базоркин в чине подполковника командовал ингушским дивизионом Кавказской казачьей дивизии. Самым ярким событием русско-турецкой войны из деятельности Бунахо Базоркина и в частности и ингушского дивизиона, конного дивизиона, было то, что наш дивизион был награжден самым почетным стягом русской императорской армии. Это Георгиевский знаменец с надписью «За отличие в русско-турецкой войне». Банухо Базоркин – кавалер 10 боевых наград и орденов различных степеней. Про него говорили, он родился для войны. И, наверное, не зря. В службе российской армии Банухо Базоркин посвятил в общей сложности 54 года, дослужившись от простого посыльного до генерал-майора, первого среди ингушей. Первый генеральский чин из ингушей он получает высочайшим приказом 20 августа 1904 года. Он его заслужил своими ратными подвигами, своими боевыми отличиями, личной храбростью. Память о прославленном военачальнике хранится не только в Краеведческом музее республики и в архивной службе. Семья Бунахо Базоркина из поколения в поколение передает историю о своем великом предке. 78 лет, я с таких пор знаю, что Бунахо – это прадед, что у него было 6 сыновей, были офицеры, все они были офицеры, писатели, офицеры. Вот, и это самый Абрек даже был один. Участвовал во всех войнах, которые в то время Россия вела. Он был как, знаешь, как тебе мальчик на посылках. Вот, потом, значит, уже в 13 лет он был награжден крестом. Пример своего достойного предка переняли сыновья и внуки Бунахо. Среди его родственников есть известные военные, писатели, общественные деятели. Потомкам, безусловно, есть с кого брать пример любви к своему родному краю. Лейла Гайсанова, Новости 24.
«Мы одной крови» – эта акция объединила сотни доноров со всего региона. Все они собрались на станции переливания крови. По словам медиков, в последнее время число доноров в Ингушетии растет, и это помогает врачам оперативно помочь пациентам, чьи жизни в противном случае могут оказаться под угрозой. На акции присутствовал наш корреспондент. Мы можем быть разного возраста или отличаться друг от друга внешне, но когда дело доходит до спасения человеческой жизни, лозунг «Мы все одной крови» подходит лучше всего. Акция так и называется, а подхватили ее сегодня около 50 доноров, в их числе Абихкам Байсагуров. Об акции он узнал случайно, но сразу же решил принять участие. Это можно сравнить с супергероями из фильмов. Вот ты понимаешь, что ты спасаешь жизнь кому-то, то есть у кого-то нет этой способности получить эту кровь, а у меня есть способность дать свою кровь кому-то. И вот именно поэтому я решил сдать свою кровь, тем самым спасти кому-то жизнь. Может, это будет ребенок какой-то, нуждающийся в нем, или мать, которая родила этого ребенка. Но в любом случае я рад им помочь. Много здесь и тех, кто уже успел стать ветеранами этого благого дела. Дали Муталиева, почетный донор. На станции переливания крови она частный гость. Уже 5 лет не упускает случая поделиться частичкой жизни с другими. Сегодня на своем примере показывает, как важно человеку уметь сострадать и помогать. Понимаю, что я спасаю человеку жизнь, от этого уже бывает какая-то гордость. После сдачи крови, когда кто-то ею воспользовался, приходит сообщение на телефон: «Спасибо, вы спасли жизнь». От этого вообще очень море эмоций бывает. Акцию приурочили к Международному дню молодого донора. Ее организаторы Минздрав совместно с Комитетом молодежи и Клубом добрых дел. Сдача крови – это не только благородный жест, но и полезная для организма процедура. В этот день молодежь, которую, так скажем, не жалко своей крови для других людей, они приходят, сдают кровь. Здесь с нами сегодня пришли и Клуб добрых людей, и молодежная инициативная группа, и молодежный парламент. Наши волонтеры, сотрудники, все, кто могут, все, кто прочитал, знал, откликнулся. То есть где-то в районе 50 человек сюда сегодня пришло. Если сравнить с предыдущим годом, отношение к донорству в регионе сильно изменилось и в лучшую сторону, говорят сами медики. Все больше людей обращаются на станцию, что помогает обеспечить больнице необходимым запасом крови. Ее перерабатывают, лабораторные анализы делают, ИФА-лаборатория, ПЦ-лаборатория перерабатывает. Эту кровь мы готовят для новорожденного ребенка. Точно так же взрослую хирургию можно давать кровь. Быть донором или нет – это личный выбор каждого, но потратить полчаса в пункте переливания крови, спасти хотя бы одну жизнь – это то, что может сделать любой из нас. Райдат Холухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. 2 первых и 2 третьих места заняли ингушские спортсмены на чемпионате России. Он проходил в Нальчике. Успешное выступление на соревнованиях позволило Алихану и Исмаилу попасть в команду сборной России по дзюдо. В Фоке, где сейчас усиленно тренируются спортсмены, побывал наш корреспондент. Слово Руслана Албагачева. Победа любой ценой – такая цель стояла перед дзюдоистами на чемпионате России, который накануне завершился в Нальчике. В 16 весовых категорий около 530 спортсменов из разных уголков страны в возрасте от 18 и старше, которым выпал шанс стать чемпионом страны. Ингушетию на чемпионате представляли 10 спортсменов, вот только победа далась не всем. Первые поединки на большой арене в своей спортивной карьере Алихан Сычоев преодолел благодаря долгим и напряженным тренировкам, которые дзюдоист старался не прерывать, несмотря ни на что. 6 уверенных побед и первая ступень пьедестала. Алихан – обладатель многих титулов и наград, двукратный чемпион Европы среди юношей, неоднократный призер всероссийских соревнований. И все это благодаря силе воли и упорным тренировкам. В первой схватке я встретился с моим бывшим соперником. Тогда он выиграл, взял верх надо мной. Я очень переживал по этому поводу, очень сильно тренировался. Вот сейчас я выиграл, так как я уже тренировался сильнее и знал, что мне уже нельзя проигрывать им еще 2-й раз подряд. Тренировки по 3 часа в день, стремление к победе, бесценный опыт. Можно сказать, ты уже на первом месте. Исмаил Чесыгов золото на чемпионате упустил. Дзюдоист уверенно прошел в полуфинал, провел блестящие 3 схватки, но, допустив ошибку, в финал попасть не удалось. Однако 3-е место на чемпионате страны уже высокий результат. Забыл финал Исаев, дагестанский поэт, но выступает за другого округа.
Он в сборной команды России, давно уже, опытный уже. Ну, тактически я неправильно подошел к этому схватку. Чуть начал бороться побыстрее. Мне надо было 2-3 минуты, хотя 2 минуты, чисто посмотреть, как он борется, какую стойку. Я сразу начал бороться и выдохся. Конечно же, наставник на своих подопечных всегда возлагает большие надежды. А если быть точнее, то ставит задачу, которая им по плечу. Сборы спортсменов проходили в горах Ингушетии под зорким взглядом тренеров и на одном ковре с именитыми спортсменами. Готовились мы на эти соревнования в нашем фоке и «Динамо». Там нам помогали наши именитые тренера Юнус, который стоял, Аюб, Вирлой. И, конечно же, наши прославленные ребята делали мотивацию, давали советы со своей стороны. Дзюдо – это такой вид спорта, где всего одна малейшая ошибка может решить весь исход поединка. Я ни на минуту не сомневался в том, что эти ребята добьются такого результата. Сегодня стать чемпионом России среди мужчин – это очень сложно и это достойный результат. Но несмотря на уже одержанные победы, ребятам нельзя расслабляться. Впереди еще больше тяжелых тренировок и дорога в большой спорт. В Ингушетии в родном фоке чемпионов встречали как настоящих героев. Дзюдоисты доказали всей стране, а прежде всего самим себе, что нужно верить в собственные силы, стараться, и тогда все получится. Руслан Албогачиев, Адам Долгиев, Новости 24. Огромный выбор блюд плюс система доставки. С 2003 года магазин для гурманов исполняет кулинарные желания клиентов. Свою продукцию, мясные блюда, салаты или кондитерские изделия супермаркет готовит в отдельных цехах и реализует ее в разных городах – Магасе, Назрани и Карабулаке. Ассортимент магазина оценил наш корреспондент. Готовая кухня – особая гордость сети магазинов для гурманов. Квалифицированные технологи, повара и кондитеры приготовят для желающих блюда на любой вкус. В ассортименте более 50 видов тортов, богатый выбор мясных и мучных блюд, более 30 наименований салатов. Также есть возможность сделать заказ к любому торжеству. А при покупке изделия от 500 рублей доставка бесплатная. Сегодня сеть магазинов для гурманов поздравляет всех жителей республики с праздником, наступившим новым 1439 годом по хиджре. Уважаемые жители Ингушетии, сеть магазинов для гурманов поздравляет вас с наступающим мусульманским Новым годом. Желаем вам добра, благополучия, удачи, чтобы всегда над нашими головами сияло мирное небо. Здесь представлены товары любой категории – химия, бакалея, фрукты и прочее. Самый настоящий рай японской кухни, широкий выбор специй и соусов. В отделе сладостей же просто глаза разбегаются от разнообразия ярких конфетных фантиков. Огромное количество товаров в красивой подарочной упаковке. В супермаркете взрослые и дети также присоединились к поздравлениям. Поздравляю всех мусульман с наступившим Новым годом. Желаю всем благополучия, добра и имана. Поздравляю всех мусульман с новым 1439 годом по хиджре и с наступлением священного месяца Мухаррам. Желаю всем благополучия, мира и удовольствия Всевышнего. Абсолютно вся готовая продукция, мясные блюда, салаты или кондитерские изделия готовятся в отдельных цехах, расположенных здесь же в здании магазина. Повара и кондитеры удивляют покупателя блюдами и десертами, которые готовят по своим особым рецептам. Сеть магазинов для гурманов обеспечивает своих покупателей широким ассортиментом товаров с 2003 года. Первый магазин открылся в Назрани по улице Чеченская, 5, позже в Магасе по Гагиева, 3 и в Карабулаке по Асканова, 97. Сеть магазинов для гурманов приглашает вас посетить нашу сеть и поздравляет еще раз с наступающим мусульманским Новым годом. Мака Килиматова, Рахман Цуров, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.